Ведь если бы не его линия, которая сохранилась по сей день, мы бы остались лишенными тариката. Ведь мы должны радоваться и благодарить Аллаха. Я это делаю, наверное, вы делаете тоже. Но кое-кто отрицает это, утверждая, что на Джамалдине Гумуке закончился тарикат, на имаме Шамиле закончился газават. Больше, мол, ничего на свете не существует. Эти люди противоречат истине. Ведь мы должны делать шукру за сохранение тариката. И Абдурахмана Сугури мы признаем лучше, чем все остальные. Но его сильсиля другая. Вот мы, к примеру, очень почитаем Сайфуллу Кади, а его устазом был Зайнулла Шарифи. Но его же нету в нашей сильсиля. Таким образом, тех, кто не находится в нашей сильсиля, нельзя отвергать и отрицать. Бывает, что на дереве одна ветвь высыхает, а другая продолжает цвести. Таковы и ветви тариката. Поэтому нельзя завидовать и спорить с теми, кто не в нашем тарикате. И не отрицайте и не спорьте с ними. Зависть и смута не в характере верующего человека. Это характер мунафиков, лицемеров, завистников и еретиков. Вы так не поступайте, я вам завещаю. А те, кто так делают, сами ответят за это. Если я сделаю, я отвечу. Если они сделают, они ответят. Сейчас не время для споров. Не время для споров. Какая польза в том, что мы будем спорить? Что из этого выйдет? Ведь мусульманин должен знать такие вещи. Пусть каждый делает то, что ему по сердцу. Ты делай свое дело, никто же с тобой не спорит. Если я стану настаивать, чтобы ты оставил свое дело и перешел ко мне, у нас выйдет спор. Но мы к этому не призываем. Ведь они же все являются ахлул кибляти. Но за свои дела и свой выбор каждый будет отвечать. А тот, кто учит, ответит и за тех, кого учил. На сегодняшний день мы должны